Алим, рада тебя видеть. Взаимно. Как у тебя дела? Неплохо. Не по-хански уже, но не так Мы пойдет. с тобой давно не виделись. Слушай, недавно листала твой Инстаграм, наткнулась на фотографию. Ты, видимо, снимался в каком-то фильме. Да, есть у меня С такой очень грешок. крутым гримом, с очень крутыми образами. Усы, Да. персидский Джеймс Бонд, сериал «Золотая Орда». Слушай, там такие крутые гримеры, там такая крутая команда. Я думаю, тебе было бы тоже интересно в этом поучаствовать. Да, мне было бы очень интересно. Я люблю такие разные интересные челленджи Прекрасный для опыт. себя. Слушай, я тебя сегодня не просто так позвала. Я знаю, что ты много пишешь, и тебе всегда интересны какие-то новые истории, Да, правильно? Сегодня у меня очень крутая героиня, очень интересный человек, персонаж. Несколько лет назад она поставила для себя цель, точнее несколько целей, да. У нее была такая масштабная трансформация. Она похудела очень сильно, она классно выглядит, она помолодела, она поставила себе несколько целей в профессиональной сфере, в социальной сфере, так скажем, да, она все это для себя осуществила. И сегодня я с ней буду знакомиться, и я думаю, что тебе тоже интересно. Это будет хорошая история. Отличный рассказ. Здравствуйте. Добрый Татьяна, день. мы только говорили о вас. Это мой давний друг Алим. Очень приятно. Татьяна. Взаимно. Алима заинтересовала ваша история с писательской точки зрения, и мы сегодня решили с вами пообщаться вдвоем. Мне очень интересно, что вас натолкнуло на эти изменения? Ну, как бы ничего глобального и особенного. Просто посмотрела на себя в зеркало и поняла, что мне это отражение не нравится. Надо что-то с этим делать. И я пошла в спортзал. Начала заниматься, начала работать над собой. Медальки есть? Самая главная медаль я себе Любовь и сама самоуважение. вручила. Да. В виде новой внешности, которая мне теперь нравится. Выглядите вы, конечно, потрясающе. Но с одним но. Мне бы, конечно, хотелось еще небольших изменений. Так, каких? Но я хотела, чтобы на меня посмотрели профессионалы, стилисты. Тогда вы пришли куда надо. Ну, вы прям пример для многих-многих женщин. Но я буду рада, если я окажусь этим примером. Вы уже им оказались. Татьяна, если вы позволите, я приду на финал и полюбуюсь на ваше финальное стилистическое перевоплощение. Я не против. Спасибо большое. Отлично, мы тогда с тобой увидимся вечером. Ну а с вами, Татьяна, мы отправляемся в магазин подобрать вам новый образ. Хорошо. В отличие от предыдущего комплекта, мне этот комплект понравился. Во-первых, появился каблук, во-вторых, яркость. Ну и в-третьих, сломлен мой стереотип, что в больших вещах оверсайз женщины выглядят крупнее. Владимир, у Татьяны очень интересная внешность, да, красивое лицо, прекрасный образ. Но вот ее стрижка, она совершенно никак не подчеркивает ее красоту, она наоборот ее как-то притушивает, как по мне. И вот хотелось бы, наверное, сегодня услышать от тебя комментарий по поводу ее цвета, по поводу длины и вообще твое предложение на сегодняшнее перевоплощение. Халиде, ну мне вообще не нравятся стрижки более короткого каскада. 99% мастеров почему-то очень любят использовать это в работе, да. Я не люблю использовать каскады короткие, я люблю больше ровные формы, красивые, которые могут визуально подчеркнуть красоту, да. То есть нам здесь нужно создать более светлый цвет, чтобы он делал волос визуально объемней, чтобы подчеркнуть глазки. Но на самом деле можно сделать более короткую стрижку. Она будет более красивая, вам более легко будет за ней ухаживать. Я все вам расскажу, объясню, покажу, как это нужно будет укладывать в дальнейшем. Это будет стильно, красиво и эффектно выглядеть. Приступим? Приступим.
Приветствую, Гульзар. Давай подумаем, какой макияж мы сегодня предложим Татьяне. Мне кажется, Татьяне идеально подают легкие смоки, они подчеркнут ее взгляд и не перегрузят ее образ. Да. Еще я хотела бы прокомментировать брови и хотела бы услышать от тебя рекомендации, как быть, вот, допустим, женщинам, у которых брови недостаточно широкие, скажем так. Ну, у Татьяны достаточно яркая своя форма, и поэтому я бы ей рекомендовала делать брови в так называемая соболиная техника. Это когда брови вырисовываются по волоскам и укладываются гелем. Угу. То есть мы сегодня это увидим, да? Отлично. Давай приступать. Ну что ж, друзья, мы готовы представить вам новый образ Татьяны. Как нам известно, гениальные произведения рождаются в деталях. И Татьяна была прекрасным произведением, но благодаря нашей работе она сегодня превратилась в настоящее гениальное произведение. Итак, встречаем Татьяна! Ну что ж, Игорь, поделитесь своими впечатлениями. Я немножечко растерян, ошеломлен. Не ожидал, конечно, такого, но мне очень нравится. Супер. Все отлично. Как будто другая жена. Катя, как тебе мама? У меня нет слов вообще, просто настолько эффектно. Будешь брать ее теперь с собой? Да, я ее и так всегда с собой брала, сейчас так тем более. Юля? Я в восторге от своей подруги, уважаю ее, ценю, вижу шикарный образ. Давайте Нравится? все вместе поаплодируем еще раз. Теперь пора мужу образ поменять. Ну что ж, дорогие друзья, теперь вы можете поздравить, обнять свою маму, подругу, супругу. Пожалуйста, она вся для вас. Татьяна, ну вот и подошло к концу ваше перевоплощение. Поделитесь эмоциями, как вам? Но сказать, что понравилось, это ничего не сказать. Я в восторге, я в восхищении и на себе убедилась, что работа настоящих профессионалов – это не работа, это волшебство, это магия. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. До встречи. До встречи. Ну что, Алим, ты не пожалел, что пришел? Нет, конечно. Мне очень понравилось, особенно в контексте с историей, которую представляет из себя Татьяна, что она преодолела, через что она прошла. Я считаю, что она пример для многих и многих женщин. Я абсолютно согласна с этим. Друзья, ну а с вами мы прощаемся. Напоминаю, что вы можете посмотреть нас во всех соцсетях, а для участия отправляйте свои анкеты или пишите лично мне. До встречи. Пока.